Было приятно, потому что быстро и хорошо решались вопросы подготовки документации. Я горжусь тем, что был участником всех таких групп по созданию союзного государства, где мы, конечно, не забывали о творчестве, о литературе. Нам удалось вместе с Союзом писателей России создать Союз писателей союзного государства. Объединились почти 5000 российских писателей и на тот момент где-то 600 писателей нашей страны в единую организацию, и стояла цель одна: с помощью литературы развивать и укреплять отношения двух братских государств, с помощью литературы воздействовать на умы и сердца людей в деле воспитания любви к своему Отечеству, взаимного уважения друг к другу и выработки общих политических направлений, в том числе, конечно, и в культуре, и в литературе. Мы настойчиво рекомендуем нашим журналам литературным идти на риск, больше издавать молодых, новые, чтобы появились новые имена. Если они уже будут страдать, то они будут меньше страдать, чем, скажем, крупное издательство, которое пошло на издание этих книг. Нас волнуют и другие вопросы. Например, писателей волнует в том, что в последнее время в рамках союзного государства наблюдается определенное застойное, что ли, явление в части взаимодействия в литературном мире. Мы сказали, что писатели делают. Нам надо внимание со стороны руководителей стран. Мне приятно было, на карте мы поговорили с Жирковым, он первый зам главы администрации, он сказал: Николай Иванович, в ближайшее время сядем и будем думать, что надо сделать для литературы Беларуси. В Москве так не очень получается. Мы, честно говоря, как и раньше было, я уже старый в этом плане парламентарий, за 12 лет понял, что тут надо надеяться в первую очередь на постоянный комитет союзного государства. Мы считаем своим долгом вообще содействовать развитию контактов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по всем статьям, включая, естественно, и ту сферу, которой вы занимаетесь. Значит, нам категорически Министерство финансов и Счетная палата и Госконтроль Беларуси категорически запретили финансировать печатные издания. Все, точка. Ничего я с этим делать не могу. Если президент примет какое-то иное решение, пожалуйста. В силу каких обстоятельств я сейчас не хочу вдаваться, я примерно представляю, но это, как говорится, факт, с которым мы обязаны иметь дело. Что мы можем финансировать? У нас есть определенное, опять же, руководство, средства массовой информации союзного государства, которые содержатся на бюджет союзного государства. Это вкладка в газету «Комсомольская правда», «Союзная вечер», там, по-моему, 6 или 8, так сказать, листов. Союз. Да, «Союз» у нас в Беларуси, России, там называется, так, Беларусь, Россия. Это в российской газете носителем является ее, и там, по-моему, 4 полосы, да, 4 полосы. Знаете, Советской Беларуси. И есть журнал «Союзное государство». Вот и все. Вот это разъединение издателей, писателей, читателей, оно в нашем обществе как-то чувствуется. Наверное, оно зависит от издателей, в том числе и писателей в первую очередь, и ученых. Я говорю о проблеме создания духа чтения, духа знаний в обществе. А это зависит от того, что мы пишем, и что мы издаем, и как мы издаем. Коллектив издательства очень благодарен Постоянному комитету союзного государства за ту организационную и финансовое участие, в котором мы подготовили с ними книги. Тут важно попасть в точку, что нужно. И мы в отборе этих книг и по решению Совета министров союзного государства, я вам покажу несколько книг, конечно, Скорына. Конечно, Скорына, Франциск Скорына, его влияние и на русскую словесность, литературу, и на белорусскую. Далее, если мы говорим, книга, которая такое культурологическое издание, ветка история старообрядчества, в XVIII веке исход был
с русской земли в районный центр. Ветка, теперь он называется на Гомельщину, называют еще Новый Иерусалим русского старообрядчества.